Здравствуйте, дорогие туркменистанцы! Салам, хурматлы ватандашлар! Сегодня я хочу рассказать о вакцинации. Ведь на сегодняшний день нет более эффективного способа защиты от инфекции, чем вакцинация. В настоящее время в Туркменистане бушует эпидемия коронавируса. Осложнения, с которыми сталкиваются люди, лечатся очень долго. Известно, что в данный момент уже зарегистрировано несколько вакцин от коронавируса. Ее надо делать обязательно, потому что это ваша защита от этой болезни. Вы не знаете, в какой форме вы можете заболеть этим вирусом, в легкой или в тяжелой форме. А прививка – это защита от этого страшного заболевания. Более того, ряд стран уже заявил о том, что непривитых от коронавируса граждан просто не допустят на авиарейсы. Следовательно, не вакцинируясь, вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизнь окружающих вас людей. Есть люди, которые рассказывают обществу о том, что прививки делать не нужно и что мы прививаться не будем. Эти люди не имеют никакого отношения к медицине и просто не имеют права навязывать свое субъективное мнение о том, что прививать детей не надо, и якобы прививки – это вред и так далее. Это самое настоящее преступление. Просто первобытное представление о жизни, потому что вакцинация – это великий прорыв, когда люди смогли противостоять многим болезням. Например, до сих пор нет лекарств от полиомиелита. Если взять, к примеру, Туркменистан, и то, что там сидят люди в маленьких помещениях и могут сразу заболеть туберкулезом, прививка БЦЖ – это спасение. Те граждане, которые не привиты от столбняка, имеют шанс на 90% умереть. Люди, которые выступают против вакцинации, отнимают шанс у людей право на защиту от болезней, шанс на борьбу с инфекцией. Многие люди просто умирают от дифтерии, столбняка, коклюша, кори, полиомиелита. Часть людей основывается на популистские, дилетантские статьи псевдознахарей и наслушиваются разных безответственных журналистов о народной медицине и вселенском заговоре масонов. На самом деле это просто шаманство и сумасшествие. Да, Туркменистан – страна, которая имеет очень много проблем, однако вакцинация там была всегда. Мы сами делали себе и своим детям прививки в Туркменистане по графику, который имеется в стране. Вы должны делать прививки, если вы намерены нести родительскую ответственность за здоровье своих детей. Ваш отказ от прививки не означает демократию. Сегодня в мире современная цивилизованная медицина. Вакцинация – это великое достижение медицины этого времени. Вакцинация – это самый эффективный способ профилактики инфекционных болезней. Например, в Европе, если вы откажетесь и у вас нет графика прививок, ваших детей могут не принять ни в детский сад, ни в школу. Отказываясь от прививок, вы делаете только еще лучше диктатору, ведь ему не надо будет тратиться на вакцинацию своего населения. В Туркменистане должна проводиться бесплатная вакцинация детей. Самое главное, что нужно знать родителям, это чтобы перед вакцинацией ваш ребенок был абсолютно здоров, и чтобы у вашего ребенка не было никаких признаков респираторных заболеваний, не было температуры, кашля, насморка. Это самое главное. К нам обращаются очень много граждан и спрашивают наше мнение, делать вакцину детям или не делать. Если ребенок здоров, вакцинацию надо проводить. Сейчас повсеместно вакцинируют население от гриппа. Если вы не больны, я еще раз повторяю, делайте прививку. Прививка от гриппа достаточно эффективная. Мы ежегодно делаем прививку от гриппа. Бердымухамедов проводит вакцинацию не потому, что он добрый, а потому что он подписывал ряд международных документов
обязывающих государство вакцинировать своих граждан. Может возникнуть вопрос качества и стоимости вакцины. Вакцины есть дорогие и менее дорогие. Конечно, это фармацевтический бизнес, на котором Бердымухамедов зарабатывает еще с тех времен, когда он был министром здравоохранения. И должны быть созданы соответствующие организации, которые будут следить за качеством закупаемых вакцин. Но самое главное – это то, что граждане страны должны быть привиты от инфекционных и вирусных заболеваний. Это основное право ребенка быть защищенным от болезней. И вы, как родители, несете прямую ответственность за его жизнь. Потому что это вы решаете, болеть ему или нет. Hurmatly vatandaşlar, aziz doğanlar, Türkmençilab aydanda çağaların sağlığı sizin elinizde. Halkın hakkı var. Народ имеет право. Adam yolu, adat yolu, aklına neyman.